Ради Бога, трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников сзывай с закрученными усами, чтобы хором здесь гремел эскадрон гусар летучих, чтоб на небо взлетел я на их руках могучих. Вот гудок паровоза отменил лошадей. Появилась сила пара. Появились паровые двигатели. Все. Вместо лошадей появились устройства, которые не ограничены никакими габаритами. Они могут быть сколь угодно большие. И вот мы знаем, что современные круизные лайнеры — это вообще целый город. Да? Вот длина такого современного корабля — это 400 метров. Это множество, там все есть. Это действительно целая жизнь, отдельно взятая. И до этого... Но человечество проходит свои эволюции технических систем таким образом, и это мы увидим еще сегодня, что все начинается через войну, через оружие. И появление паровых двигателей, конечно же, прежде всего привело к созданию новых видов оружия. Причем самые разнообразные, и химические, и появление динамита, взрывчатки разрушающие. Да? Все было сделано для того, чтобы как можно эффективнее убивать. Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вы запомните легко. Шел корабль своим названием гордый, океан стараясь превозмочь. В трюме, добрыми мотая мордами, 1000 лошадей топталось день и ночь. 1000 лошадей, подков 4000. Счастья все же они не принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Что же им было делать бедным, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров. В синем море остров плыл гнедой. И казалось, плавать просто. Океан казался им рекой, но не видно у реки той края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все. А все-таки не ржали рыжих, не увидевших